Всем привет! Тема сегодняшнего урока – глагол. На казахском языке он звучит как етістік. Давайте разберемся, что такое глагол. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». По способу образования глаголы в казахском языке бывают производными и непроизводными. Непроизводные переводятся как негізгі етістік. Это такие глаголы, которые состоят только из корня, и к ним не прибавляется никаких аффиксов. То есть глагол состоит просто из основного корня. Это такие глаголы, как ок – читай, бер – дай, отыр – сядь. То есть, как видим, здесь не прибавляется к корню глагола никаких аффиксов. То есть глагол является самостоятельным. И также есть производные глаголы. Переводится как туынды етістік. Данные глаголы образуются при помощи добавления аффиксов и суффиксов к корню слова. Данное слово может быть как существительным, как глаголом, так и прилагательным, то есть может быть другими частями речи. Итак, рассмотрим примеры. Таза переводится как чистый. Если мы к этому слову, корню, прибавим аффикс лау, то у нас уже получится глагол, образованный от прилагательного. Все вместе будет как тазалау. То есть глагол чистить. Или следующий пример. Сан – число. Это существительное. К корню этого слова мы прибавляем аффикс ау. И получается у нас глагол, образованный от существительного. Получается санау – считать. Также и в следующем примере бас – голова. Это существительное. Мы также прибавляем к корню слова аффикс и получаем глагол. Получается глагол баскару – возглавлять. Также по составу слова глаголы бывают как простые, так и сложные. Простой глагол переводится как дара етістік. Он состоит только из одного корня. То есть простой глагол состоит из одного корня и одного слова. Это такие глаголы как жас – пиши, кельде – пришел, кетте – ушел. Как видим, здесь всего лишь одно слово, и это слово состоит из одного корня. Сложный глагол переводится как күрделі етістік. Он уже состоит из нескольких корней и нескольких слов. Как в следующих примерах. Жазыр отыр – пишет. То есть, как видим, здесь у нас два корня – жаз и отыр. Данный глагол состоит из двух глаголов, поэтому он и называется сложным. Также из следующих примеров. Кетіп қалды – ушли, алып кель – привозить. То есть, как видим, это сложный глагол, он состоит из двух глаголов. На этом первое знакомство с глаголом у нас закончено, и дальше мы будем переходить к временам глагола. Большое спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.